Меня зовут Конор Макгрегор, и я живу в городе Лукан. Я профессиональный боец ММА с рекордом 4 победы и 1 поражение. Я был сантехником, точнее учеником сантехника. Я проработал около года и понял, что это просто не мое. Если ты занимаешься боями, то должен быть на 100% в этой игре. Так что пришлось уйти с работы и следовать за своей мечтой. Когда UFC вернется в Дублин, я буду выступать на этом турнире. Я собираюсь победить всех, кто будет стоять на моем пути. Я хочу возглавить этот карт, и я буду там. Лучше, если он будет готов умирать, потому что я буду готов убивать. Я свеж, как маргаритка. В самом начале карьеры у меня не всегда хватало мотивации, и я искал энергию, чтобы двигаться дальше. Там, откуда я родом, не принято претендовать на такие высоты. Нам так говорили, нам внушили это. Я хотел сломать эту систему и проложил собственный путь. Все реально смеялись надо мной, особенно когда я сказал, что мы доберемся до UFC, что я сделаю это вместе со своей командой. Победа была не важна для нас, даже победа в UFC. Я не должен этого делать, но я буду продолжать. Я буду сильнее каждого, кто говорил, что я не смогу. Но посмотрите, что я сделал и чего я достиг. И я не собираюсь останавливаться. Много раз надо мной смеялись, не верили в меня, но знай, ничто извне не может победить то, что внутри тебя. Единственная вещь, которая может заставить сдаться, это внутренние ощущения. Внешние факторы не сильнее тебя. Позаботься о том, что твои мысли, внутренняя вера в себя достаточно прочны и смогут выдержать любые проблемы внешнего мира. И они действительно есть, но надо смириться с ними, осознать их, но не позволять им проникать в твою голову, в твой внутренний мир. В реальности не всегда получается проявить себя, но если ты в игре, убедись, что ты в игре на все 100%, и тогда эта игра станет твоей. Это то, как я сейчас действую. Обожаю это, дайте мне это, дайте мне все это. Они скажут, я ничего не смогу, я не добьюсь успеха, не сделаю рывок в совершенно новом спорте, не выйду не только против каких-то людей, но и против самых лучших. Я настоящий, насколько это возможно. Я есть то, что вы видите. Если я ошибаюсь, значит это мои ошибки. Все бойцы UFC ненавидят меня. Все американцы ненавидят меня. Мне нужен лишь один американец, который будет меня любить. И это Бенджамин Франклин. Большое количество денег без осознанного отношения было когда-то опасным для меня. Никаких границ и ограничений. Ты можешь делать, что хочешь, отправиться куда угодно. Показатели, золото, деньги, движение – это вещи, которые мотивируют меня. Я жил не так, как должен был, и я не вернусь к этому. Я имею в виду, сейчас я на правильном пути. Я наделал ошибок, и мне хватает мужества признать их и исправить. Это я сейчас и делаю. Но ведь, как и любой человек, я не могу быть идеальным. Я в хороших отношениях со всеми богами. Боги признают богов. Я не такой, как в прошлом, но я точно лучше, чем был. Понимаешь? Все говорят, что соскучились по тому Конору 2015-2016 годов и даже раньше. Но я чувствую, что я стал лучше, мудрее. Я прошел через много и стал опытнее. Я дам совет, которым и сам пользуюсь. Вместо того, чтобы постоянно концентрироваться на обреченности и унынии, которые время от времени нас окружают, иногда даже кажется, что они повсюду. Взгляни внутрь себя. Что кажется незначительным для тебя, на самом деле это главное. Так вот, какие незначительные вещи ты можешь сделать, чтобы быть лучше? Правильно ли ты питаешься? Сколько времени посвящаешь спорту? Достаточно ли ты отдыхаешь? Вернись к истокам, вернись к сути. Управляй этими вещами, и перспективы начнут казаться намного лучше. Понимаешь, что я имею в виду? Все начинается внутри тебя. Это не чья-то там вина, не внешние факторы. Они не имеют значения, поэтому не трать на них время, не вини их, не расходуй на них энергию. Сохрани эту энергию внутри себя. Направь свое внимание на внутреннее «я». Отдых, питание, здоровье, физические упражнения, общение с людьми, которых ты любишь. Вложи в них свое время и наблюдай, как все остальное также меняется в лучшую сторону. Вот мой совет.